Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да, собственно говоря, весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией. В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышала от них такую оценку ситуации. Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. И это действительно было так. Видел это и по информации из наших регионов. Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Да, собственно, все об этом и так хорошо знают. Многие больницы были переполнены. Сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимации. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно, практически непрерывно. Хорошо помню, как эпидемия наступала. Но наряду с естественно большой тревогой вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Смотрите, более чем в 5 раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приема больных с коронавирусной инфекцией. За кратким перечислением мер огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Слова признательности и учителям школ, преподавателям. Надо было почувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись. В каких условиях трудятся медицинские работники. Ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь. Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Еще раз сердечное вам спасибо. Вам, вашим коллегам из всех регионов России. Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает 3 надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны.